Разобраны все конструкции и обшивка башни. Специалисты вынуждены были это сделать после ее детального изучения. Они пришли к выводу, что несущие балки строения пришли в негодность. Механизм часов тоже разобран и хранится в одном из помещений администрации. Сейчас сердце курантов пусто, но это ненадолго. Позади меня находится конструкция, основная конструкция данной башни. Как только будет готова металлическая конструкция, начнутся демонтажные работы этой деревянной конструкции. Мы ее разберем, после чего спецтехникой будем вставлять сверху металлическую конструкцию. С виду небольшие часы весят около 2 тонн. Именно эта нагрузка привела к тому, что башня дала крен. С крыши можно увидеть огромные трещины на башне, да и сама кровля нуждается в замене. На данном этапе собирают металлический каркас, который высотой более 14 метров. Он будет собираться в 2 этапа, 9 метров и 5 метров. Специалисты Управления архитектуры и градостроительства произвели замер башни, чтобы возвести точно такую же конструкцию. Затем был подготовлен проект. Сметная стоимость работы вот уже. До завершения сборки новой башни остаются считанные дни. Проект получили в начале этого месяца. У нас работы ведутся со дня получения заказа, потому что мы уже были предварительно готовы к этому. Башня, сейчас вот то, что вы видите на заднем плане, это будет башня первого уровня, которая составляет высотой 5 метров. После нее будем возводить шпиль непосредственно самой башни. Будет идентичен шпилю существующей башни. Вес будет порядка каждой конструкции около 2,5–3 тонн. Доставляться будет спецтехника и подниматься специальными автокранами. Больше полувека прошло с тех пор, как каждые 15 минут в городе звучал механизм четвертного боя курантов Сухумского Биг Бена. Совсем скоро горожане и гости столицы вновь услышат бой столичных курантов. Рената Шакаева, Саида Гухава, Абхазское телевидение.